الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью, и у Него просим прощения совершенные грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля не наставил на истинный путь, то никто не сможет этого сделать. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един и нет у него товарищей, и свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб, его посланник. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлом занятии мы начали главу 51 из книги «Очищение», сборника хадисов Абу Дауда. Это глава описания омовения посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и автор Абу Дауд, рахимахуллах, в этой главе привел множество хадисов от нескольких сподвижников. Первый был хадис совершения омовения Усмана ибн Аффана, радаллаху анху, от его вольноотпущенника Хумрана. И Абу Дауд привел несколько версий данного хадиса. У каждого хадиса приводится иногда по несколько вариантов передачи, потому что передавали разные люди, во-первых. Во-вторых, у всех была память разная. Кто-то передавал, выучил хорошо, кто-то выучил похуже, кто-то что-то там забыл, кто-то что-то упустил. Поэтому вот разные хадисы, и приводятся иногда немного разные слова, высказывания. Иногда некоторые передатчики ошибаются, когда передавали, они делали ошибку и что-то другое говорили. Поэтому мы заметили, что сегодня еще продолжим, то, что вот из-за этих разных риваятов возникают разные масхабы, разные мнения. Разные масхабы вытекают из того, что хадисов много, и некоторые ученые предпочитают одни хадисы, другие предпочитают другие хадисы. Из-за этого все есть, но обычно все пророк Мухаммад совершал, но иногда некоторые вещи, они, и так это делать можно, но, скажем, масхабы ханафи это предпочли, масхабы шафии предпочли другой хадис. И здесь у нас был спор уж больше всего, он сегодня продолжится по поводу протирания головы 3 раза или 1 раз, потому что большинство хадисов приводится 1 раз потереть голову. Некоторые риваяты были по 3 раза. Поэтому масхаб ханафи взяли 1 раз протирать голову, масхаб шафии 3 раза. Потому что и то, и другое имеется, оба мнения присутствуют. Поэтому был хадис Усмана ибн Аффана, радаллаху анху, несколько его вариантов версий. Также был хадис Али, радаллаху анху. Вот начали риваяты совершения омовения Али ибн Аби Талибом. С его слов приводится также несколько вариантов хадисов. В принципе, все они одинаковые, за некоторым исключением между этими хадисами. И вот следующий хадис, также переданный Али, радаллаху анху, ан Зир ибн Хубейш, передал Зир ибн Хубейш из табиинов, аннаху самиа алиян, что он слышал слышал Али, суиля ан вудуи Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, которого спросили о том, как совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям.
фазакар хадис, и он упомянул хадис, который вот у нас уже был на прошлом уроке, основа хадиса, совершение омовения Али радаллаху анху. Ну, как обычно омовение совершается, которое мы с вами совершаем. Вакаля, и там отличие от той версии, وَمَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمَّا يَقْتُرْ. И он протер голову так, что с нее вода не капала. Получается, протер, значит, воды было немного, влажная рука, значит, если бы была влажная, то вода бы капала с головы. Поэтому он протер так, что вода с головы не капала. То есть это указывает, что протер голову один раз. Один раз. وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا, и он вымыл ноги, каждую по 3 раза. Ну, потому что у нас обычно в омовении, как мы привыкли, что то, что часть тела мы моем, омываем по 3 раза, а то, что протирается обычно 1 раз. Затем он сказал, «Хакада кана вуду Расула саллаллаху алейхи ва саллям». Вот таким, он сказал, что вот так совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь, получается, все было по 3 раза, и голову протер 1 раз. 1 раз, так понимается из данного хадиса. Следующая версия Ан Абдурахман ибн Аби Лейля, передал ее Абдурахман ибн Аби Лейля, ученый из числа табиинов, Каля, который сказал, «Раайту Алиян», я видел, как Али радаллаху анху тавадда'a, совершал омовение, фагасаля ваджаху талатан, и он вымыл лицо 3 раза, вагасаля зираайхи талатан, и вымыл руки до локтей, с предплечья 3 раза, вамасаха бирасихи вахадатан, и потер голову 1 раз. Здесь тоже упоминается только 1 раз, не 3 раза. Фумма каля, затем сказал, хакада тавадда'a Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, что вот таким образом совершал омовение посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь выходит то, что, подобно тому, здесь все по 3 раза. Обычно, потому что лицо, руки, голова. Здесь не сказано ноги, не сказано другие вещи. Поэтому такого обычно полного хадиса с всеми действиями они бывают редко. Обычно бывают по частям. Или же приводится только часть хадисов. Следующий хадис также Ан Аби Хайята, еще табиин, сказал, قال رأيت عليا توضأ, сказал, что я видел, как Али радаллаху анху совершал омовение, فذكر وضوءه, и упомянул омовение, то есть полное омовение как бы совершаем, то есть кисти рук 3 раза, то есть рот, нос, как обычно совершаем, полностью как совершается омовение, то есть сами действия, которые видимые человеку, кулляху, то есть упомянул все омовение полностью, ثلاثا, что он все, то есть мыл по 3 раза, то есть 3 раза. Затем он сказал, что он протер голову, то есть когда вымыл руки, протер голову, затем вымыл ноги до щиколоток, то есть вот до этих вот костей, вместе с ними, которые, то есть, поступают на ноге, в нижней части ноги. Потом он сказал, что я пожелал вам показать очищение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Получается, он, когда там же был то, что он сидел в мечети и попросил, чтобы принесли воду. И там люди, которые сидели, поняли, что он хочет показать им, как совершается омовение. Он же сподвижник, он же был рядом с Пророком. Здесь табиины, которые Пророк сам не видели. Поэтому, то есть сахабы так часто показывали на своем примере мусульманам, как совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому здесь Али сидел в мечети и после намаза попросил, чтобы принесли ему таз с водой, и перед людьми совершал омовение. Или там сказано в мечети, а сказано, то есть, недалеко от мечети вместе. Поэтому он, скажем, у него омовение было уже, и он у него не нарушал, он просто захотел показать на своем примере, как совершается омовение. Омовение он захотел сделать пользу для мусульман. Следующая версия, которую привел Абу Дауд, приводится عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس, передается Убайдуллах аль-Хауляни, табиин, который передал слова Абдуллах ибн Аббас радаллаху анху, известного сподвижника, قال, который сказал, дахаля алейя алиюн, я'ни ибн Аби Талибин, то есть сказал Ибн Аббас, что ко мне, то есть домой, ко мне вошел, то есть пришел Али ибн Аби Талиб, то есть Али пришел к Ибн Аббасу, к нему, то есть в дом, к нему домой, и وهو
«Кад ахрак аль-маа». И он, если сказать дословно, то переводится, что он из ахрака, как полил воду. Он, дословно перевод, зашел Али, после того, как он полил воду, это прямой перевод. Но, как сказали ученые, здесь имеется в виду, что он справил малую нужду. Малую нужду справил. То есть, есть такое, вещь, что эти слова называть, то есть не прямо, а косвенно. То есть не напрямую называть, а называть как-то другим словом, подразумевает эту вещь. Поэтому такая, в Коране встречается Аллах Субхану ва Тааля, некоторые, вещи он, называет, косвенно, не прямо, почему-то связано с интимной жизнью, то связано, то есть с поведением нужды, сейчас называется, то есть не как есть, а другими словами, то есть покрасивее. То есть такая вещь, что называют иногда желательной, если когда возможно, не говорить прямо, а говорить как-то по-другому. Когда нужно сказать прямо, да, того скажешь, как нужно, да, как на уроке уже объясняли, там уже не будешь говорить косвенно, там, да, как-то по-разному. Поэтому так, как есть, говоришь. А когда какие-то такие общие вещи, лучше говорить, то есть покрасивее, да, не называя какие-то вещи своими именами. Поэтому здесь сказано то, что имеется в виду, он справил малую нужду, и из этого извлекается желательность, то есть называть, то есть интимную близость, своей нужды другими красивыми словами, то есть скрывает эти слова. И тем более, у имама Ахмада приводится тот самый хадис, но там сказано, он справил нужду. То есть «окад баля», то есть он справил нужду, там сказано уже как есть, прямо. Это слово. Поэтому, если взять два хадиса, это один и тот же хадис, получается, здесь слово «ахарака», то есть полил воду, имеется в виду справил нужду. Так назвали. «Фадаа бивадуин». И когда зашел Али к Ибн Аббасу, он попросил у него воду для омовения. «Фаатейна битаурин», то есть мы принесли ему, то есть сосуд, фихима, в котором была вода, «хатта вада'наху бейна ядейхи». Так что поставили ему перед ним. То есть поставили перед ним этот сосуд с водой. «Факаля». И тогда Али, радаллаху, сказал: «Ябна Аббасин», то есть сына Аббаса, «Аля урика кейфа кана ятаваддау наби Расул саллаллаху алейхи ва саллям». Сказал Али ибн Аббасу: не показать тебе, как совершал омовение посланника Аллаха. Получается, подвижник так выходит. То есть Али подвижник, Ибн Аббас подвижник. Получается, не показать тебе, как совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, иногда имеется в виду. То есть иногда. Потому что то есть, Ибн Аббас подвижник был в время Аллаха, и Али был, но они же были с ним в разное время. Они не могли быть с ним всегда постоянно. Поэтому Пророк Мухаммад, когда совершал это действие, он мог чуть-чуть по-другому делать иногда. Поэтому то есть, одни сахабы видели это, другие видели другое. Поэтому, скажем, одни знают столько, другие сказали немного другое. И поэтому они друг другу рассказывали. То, что они отсутствовали, то, что не видели, они друг другу передавали. Чтобы, скажем, была картина более полная. Чтобы вся, то есть сунна Пророка Мухаммада была сохранена. Поэтому то есть, и Али показал Ибн Аббасу то, что он видел. Потому что Аббас может показать то, что он видел. То есть каждый видел, немного, может, по-разному, да. Может, одинаково, может, по-разному видели. Поэтому Али и сказал, что показать, не показать тебе, как совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Факульту баля. И сказал Ибн Аббас, что да, конечно, ты покажи мне, как он совершал омовение. Фаасгал ина аля ядихи фагасаляха. Тогда он наклонил сосуд и полил, то есть, воду из сосуда на, скажем, руку и вымыл руку, скажем, или же полил на руку или на обе руки, или же полил, вымыл руку, то есть кисти рук, или же кисти обоих рук вымыл, то есть снаружи, вне сосуда. Затем он, то есть, засунул, погрузил правую руку в сосуд. Фаафрага бихаля ухра, здесь получается, и получается, он полил на эту руку, потом, то есть на правую руку, потом, когда правую засунул, зачерпнул и полил левую руку. В этом риваяте. Затем он, получается, вымыл обе, то есть руки, вымыл кисти рук, то есть руки до запястья. Затем он сполоснул рот и промыл нос. Затем он засунул, то есть погрузил обе руки в сосуд с водой. И взял оттуда, полностью 2 пригоршни воды из сосуда.
и, получается, дословно сказано, ударил, то есть ими по лицу, то есть зачерпнул воду из сосуда и получается вот так, то есть получается их поднес так, что они, здесь используется глагол, то есть дороба, который переводится как, ударил дословно, но имеется в виду, спалил обильно водой лицо. Не будешь бить так по лицу человека, поэтому просто приподнес и то, что вода потекла по лицу. ثم ألقم إبهاميه, затем он засунул ибхамейхи, два пальца, маахбара мин узнейхи, то есть внутрь уха, здесь получается, засунул два пальца, то есть внутрь уха, то есть внутреннюю часть уха. Затем он также сделал второй раз с лицом. Затем он сделал третий раз. Мифедалика, то есть подобное. То есть вымыл лицо трижды. И здесь, получается, в этом ревайте переводится, что он еще и ухо, да? То есть внутренняя часть уха вместе с лицом, что помыл. Переводится в данном ревайте от Али ибн Аби Талиба. Затем он зачерпнул воду правой рукой, то есть взял полную пригоршню правой рукой в воду, фасаббаха аля насьятихи, и полил эту воду на переднюю часть головы, то есть вот на чуб, вот эту часть головы, то есть просто взял и так положил, она потекла, тастенну аля вачхи, так что вода потекла по ему лицу. То есть в лицо вымыл, потом еще после этого еще четвертый раз, вот сюда, то есть зачерпнул воду, полил, и вода, которая здесь была, по волосам потекла ему на лицо. ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثة. Затем он вымыл, обе руки, до локтей по 3 раза каждую, то есть правую и левую. ثم مسح رأسه وظهور أذنيه. Затем он протер голову и, получается, внешнюю часть ушей, то есть голова, потом и вот то внешняя сторона ушей. ثم أدخل يديه جميعا. Затем он погрузил обе руки обратно в сосуд. فأخذ حفنة من الماء فضرب بها على رجله. И зачерпнул, то есть полные воды, и ударил эту воду по ногам. Вместе полил, да? То есть взял и туда полил эту воду на ногу, то есть ногу, на которой была обувь. То есть, получается, нога была в обуви. ففتلها بها. И он то есть помыл, то есть ногу, то есть растер воду на ноге, на которой была обувь, да, там тапочки были. Затем сделал то же самое с левой ногой. То есть сначала правую ногу, получается, полил, да, на нее, на которой была обувь, потом то же самое сделал с левой ногой. И тогда Ибн Аббас спросил у Али ибн Талиба, сказал, что Мухаммад салям мыл ноги прямо в обуви. То есть сказал Али, что да, у него на ногах была обувь. Тогда Аббас спросил еще раз, то есть переспросил второй раз у Али сказал, что да, там была обувь. И спросил третий раз, получается, то есть три раза спрашивал Ибн Аббас у Али, то есть что там, у него обувь была, что ли, на ногах? Они что трижды говорят, что да. Получается, там была обувь, видишь, там тапочки такие, да, как резин тапочки, простые. Не видишь, что там туфли были, да, или ботинки. Просто какие-то такие эти простые тапочки с одним этим, да, с двумя этими ремешками, которые там намочить было не страшно, то есть не проблема. То есть это имеется в виду. То есть вот такой хадис переводится здесь от Ибн Аббаса, что Али совершал омовение возле него. И здесь получается, то есть некоторые вопросы, некоторые вещи, которые вызывают вопросы. Так, у нас первое то, что ударил водой по лицу. Получается, из этого хадиса вытекает, что он ударил водой по лицу, когда мыл лицо. Там приводится, Ахмада приводится фасак, который сам уже немножко ударил. Поэтому, из этого хадиса некоторые ученые сказали, что является желательным во время омовения, когда брать воду и по лицу бить, да, ударить по лицу, так же некоторые ученые, исходя из этого хадиса. Там вот здесь так сказано, но ученые масаба ханафитского и шафиитского сказали, что это является нежелательным, макрух. То есть, получается, когда бить по лицу, то есть водой во время омовения является нежелательным, согласно двум масхабам, и наоборот, сказано масхабу, то, что
желательно не бить, да, то есть, а просто, то есть, получается, воду просить и поливать лицо. Но здесь, скажем, некоторые ученые говорят, что данный, то есть, хадис является слабым, то есть, по мнению этих ученых, потому что приводится, скажем, что Тирмизи спросил у Мухаммада ибн Исмаиля, то есть Аль-Бухари, и сказал, что данный хадис является слабым. Это, тут не принимают, скажем, то, что бить по лицу является желательным, то, что данный хадис является слабым. И также можно сказать то, что здесь, когда используется глагол дораба, то есть бить, да, скажем, ударять. Но имеется в виду, что просто вода полная, получается, как подушка, и получается, как полил, да. То есть преподносишь и немножко как будто ударяешь по лицу, просто поливаешь воду, и потом уже ее растираешь по лицу. То есть так можно понять данный хадис. И, к примеру, скажем, тем более, что у глагола дораба бить есть значение, что, получается, есть значение, поставить тогда, получается, приклеить, да, то есть присоединить. Не так, а просто вот так, да, легонечко. Пример, когда это, иншалла будет, иншалла у нас, это, то есть, голова таяммума. Когда же таяммум тоже сказано, то есть, что глагол используется бить, ударять по земле. Когда человек берет таяммум, он же должен коснуться ладонями земли. А приводится в арабском языке дораба, и приводится, когда перевод, когда это суора, да, ударить приводится. Но не тоже будет по земле бить, да, ладонью, силой, да. Коснется, получается. Поэтому, то есть, дораба имеется в виду, просто коснулся, да. Получается, легонечко, да, полил воду на лицо, а не то, что ударил силой по лицу. Так можно понять. Тем более, там хадис же был, то, что про ногу здесь тоже. Получается, он же не бил водой по ноге, так ведь? Получается, нога снизу же, просто нагнулся и, получается, воду полил, да. То есть полил воду обильно на ноги. Потому что он не бил же по ногам руками с водой. Поэтому понимаете, что глагол дараба не понимается, как буквально ударить и бить, а понимается, обильно полить водой, имеется в виду. Также в данном хадисе разделение в протирании ушей приводится, потому что приводится, что когда мыл лицо, то есть протер, вымыл внутреннюю часть уха, а когда протирал голову, то есть заднюю часть уха. То есть вот в этом хадисе так поступил. И, скажем, некоторые ученые так сказали, что, то есть там приводится от Исхака, что он выбрал это мнение. То есть некоторые другие ученые, как Шабы, сказали, что моем лицо, протираем внутреннюю часть уха, протираем голову, протираем нижнюю часть уха. То есть так эти ученые из этого хадиса извлекли, его применяли на действие, на практике. На практике, тем более, то есть нужно протирать же, не мыть у нас уши. А здесь получается, как будто он их и мыл, получается, в данном хадисе. То есть некоторые сказали то, что имеется в виду, скажем, не ухо, а имеется в виду, скажем, вот то, что вот между бородой и ухом между, то есть где волосы не растут обычно. Получается, вот это место называется адар по-арабски, получается, когда он туда палец поставил. Потому что лицо же мыл же так ведь, получается, уже бороду моешь, а здесь может остаться сухим. Поэтому, когда он мыл против бороды, потом получается еще и это место, да, то есть протер. Вот между ухом и между там, где есть бакенбардами, да, то есть вот эта часть, где волосы несут обычного человека. И также некоторые ученые имеют в виду, что эту часть он закрыл рукой и ее вымыл. Не ухо само, а вот это место. Там так объясняют некоторые ученые. Но в то же время, то есть большинство ученых, и сподвижников, и табиин, и далее, все, скажем, практически единогласные в том, что уши входят в голову. То есть, получается, уши протираются вместе с головой. Не отдельно. Поэтому данный хадис есть, но, скажем, это, скажем, там 2-3 ученых сказали, что так можно делать. Все остальные ученые, исходя из других хадисов, там, тем более хадис есть, в котором сказано, уши это, скажем, часть головы. Получается, протирается вместе с головой, поэтому, то, что протираем голову, потом протираем уши вместе с головой, а не с лицом. То есть не разделяем это мнение большинства, что данный хадис есть, он один. Все остальные хадисы сказано, то есть протираются уши вместе с головой, а не, скажем, часть с лицом, часть с головой. Поэтому хадис есть, но в других хадисах их больше. Поэтому, скажем, по мнению большинства ученых, как мы привыкли, так и делаем. То есть не нужно перестраиваться, да. Потому что хадис прочитали, сначала нужно взять все другие хадисы посмотреть. И что сказали ученые по этому поводу. Не то, что прочитал хадис, всегда нужно применять на практике. Может, хадис единственный, да, может, он слабый, может, там ученые все его отвергли вообще. Поэтому не нужно, как просто хадис прочитал, уже брать, скажем, на практику.
нужно сейчас все хадисы изучить, и там узнать мнение ученых, как они этот хадис поняли, как они его использовали, применяли. Потому что ученых все равно знаний больше, они больше читали, да, больше изучали данные риваяты хадисов. Поэтому только один хадис, он еще иногда роли не играет в некоторых вопросах. Также вот в данном хадисе было то, что вымыл лицо 3 раза, потом зачерпнул воды, пригоршню полный, и так, поставил на волосы, то есть вода начала стекать ему на лицо. На лицо, получается, как будто, то есть 1, 2, потом 3, получается, как будто 4 раза, да? То есть 3 раза вымыл лицо, потом 4 раз опять в лицо вымыл, как будто получается. А нас же 3 раза мыть нужно. 4 раз мыть это запрещено, это все единогласно, что лицо, то есть все моем 3 раза максимум, то есть 4 раз является запрещенным и нежелательным, Пророк Мухаммад это запретил, поэтому вот данные слова являются, то есть, прагматичными для ученых, почему так было сделано. И то, что по одному из мнений ученых было сказано, то, что Пророк Мухаммад вымыл 4 раза, но здесь немножко осталось сухое, поэтому когда он полил, чтобы стало мокрое. То есть домыл. Не вымыл 4 раз, а просто домыл лица, которое осталось то есть сухой, недомытый после омывания лица. Это одно из объяснений. Также некоторые ученые сказали, что это было из-за того, что было жарко. То есть Пророк мылся, было жарко. Получается, он полил воду, чтобы немного охладиться. То есть это, получается, не тахарат, это действие, которое вне тахарата. Не входящий тахарат, все здесь было сделано из-за жары, чтобы немножко охладиться. Потому что тогда это будет дозволено. Потому что если это весь из сунны, тогда будет проблема. То есть это что? Мытье лица или протирание головы, куда это внести? Это действие. А если что-то не тахарат, а что-то другое было, что-то там попутно с тахаратом было сделано одновременно, тогда это действие не является ни сунной, ничем это не является данное действие. Поэтому вот, объяснение тому, что немного странным в данном хадисе. Протирание, то есть ушей так это с лицом вместе, поливание воды на переднюю часть головы и то есть ударять по лицу. То есть что имеется в виду и как они растолковываются. И вот такой хадис, просто когда вот у этого хадиса в одной версии сказано протер голову 1 раз, в другой версии сказано протер голову 3 раза. Хадис один и тот же, но разные передатчики перевели по-разному. То есть где-то 1 раз, где-то перевели, то есть 3 раза протирание головы, а все остальное, оно, в принципе, является одинаковым. Это у нас было Али, то есть у нас было Усман ибн Аффан хадисы, были хадисы Али, теперь переходим, третий сподвижник, Абдулла ибн Зейд ибн Асим, еще не сподвижник третий, то есть его, как он совершал омовение. То есть Ан Амр ибн Яхя аль-Мазини, Ан Абихи, то есть от Амр ибн Яхя Мазини, от его отца, Яхя ибн Аймара, аннаху каля ли Абдуллах ибн Зейдин, что он сказал Абдуллах ибн Зейду, Абдуллах ибн Зейд ибн Асим, радаллаху анху, из ансаров, то есть подвижник, рахимахуллах, который является халь тастатиу, то есть спросил у него, то есть Табьян, можешь ли ты антурени показать мне, кейфа кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям как совершал омовение посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. То есть спросили его Абдулла ибн Зейда ибн Асима, факаля Абдулла ибн Зейд, наам, то есть и сказал, что да, могу. Фадаа би вадуни, и также попросил, чтобы принесли ему, то есть воду для омовения. То есть здесь тоже процесс омовения было как обучающее, да, то есть не настоящее, как обучающее, потому что ему тахарат не нужен был, он просто, чтобы показать людям, как совершается омовение. Ему принесли воду, фафрага алейдейхи, и он полил эту воду из сосуда, то есть не особое, полил воду из сосуда на руки, фагас алейдейхи, и вымыл обе руки, имеется в виду, вымыл кисти рук, так это имеется в виду. Здесь не сказано, сколько раз. То есть в данном риваяте не приводится количество. То есть просто вымыл кисти рук, не сказано количество раз. У Бухари сказано, что вымыл их 2 раза. 2 раза, в других сборниках приводится 3 раза. Получается, там Бухари сказал 2, в других сборниках 3, получается, история одна и та же. Поэтому здесь, то есть разные риваяты приводятся. 2 или 3 раза. Вымыл кисти рук, затем он сполоснул рот, вастенфара, и промыл нос, 3 трижды,
ثم غسل وجهه ثلاثا, затем вымыл лицо 3 раза, ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين, затем вымыл, скажем, руки обе по 2 раза. Здесь уже точно сказано, что вымыл правую руку 2 раза, и левую вымыл 2 раза, то есть каждый вымыл руки до, то есть локтей. До локтей, то есть вот кусок, который выступает, так это локоть, можно говорить, то, что большинство членов считает, то, что когда локти мыть нужно, да, то есть они входят. Нет ученые, как пример, то есть имам Зуфар, ученик Абу Ханифа, считал, то, что локти не входят. Большинство считает, что входит, поэтому из-за того, что используется частица иля, то есть до, то есть вот это она, когда вот из-за нее нет ученые сказать, что иля, да, то есть до локтя, то есть не вместе с локтем. А вот мы читаем же Коран, там сказано, что до локтя мыть. То есть до локтя выходит, локоть не входит. Но в арабском языке слово едан означает, скажем, отсюда вот до сюда. То есть едан это, скажем, в принципе, рука, да, то есть полностью. Получается, когда сказано до локтей, получается, то есть это только до сюда, да. Тем более, то есть хаис, что Пророк Мухаммад салям мыл руки, то есть получается, когда, то есть с локтями, так что чуть-чуть, да, получается, немножко сюда заходил, да, то есть даже выше локтя. То есть локоть ходил, то есть и чуть выше задевал, то есть мыл. Мухаммад салям, в других хаис приводит, что Мухаммад салям протирал, да, то есть рукой именно, то есть локоть сам. Поэтому кажется, что локоть мыть также обязательным. Затем он протер голову с обеими руками, и провел ими назад и вперед. Начал, то есть сначала, то есть передней части головы, потом поставил руки сюда и провел их назад, получается, к затылку. Довел до затылка обе руки, затем их вернул их, скажем, туда, откуда начал. Это все считается за один раз. Протирание головы, то есть полностью считается за один раз. Потом вернул руки, то есть то место, откуда он начал. Затем он вымыл обе ноги. Вот обычное описание, да, то есть как обычно мы совершаем омовение со слов Абдуллаха ибн Зейда, рахимахуллах та'аля. И следующий хадис, то есть ан Абдуллах ибн Зейд ибн Асим, то есть тот самый хадис приводится, каля, но там сказано, фамадмада, протер, сполоснул рот, вастеншака, и, получается, скажем, то есть промыл, то есть втянул воду в нос, промыл нос, мин кафин вахидатин, из одной рукой. Одной рукой, ефалю далика фалаф, это сделали 3 раза. Совершил это 3 раза, и потом, получается, хадис то самое. Получается, просто там сказано, рот и нос 3 раза. А если, получается, рот и нос 3 раза, но одной рукой. Это сделал, то есть, бикафин вахида, одной, скажем, кистью руки. Поэтому здесь, скажем, то есть, можно понять, скажем, то есть, двояко. То есть, оба понять можно, что, то есть, скажем, то есть, одну кистью это делал, скажем, каждый по 3 раза отдельно, и можно понять то, что, как бы это делал, то есть, вместе, то есть, с одной кисти, то есть, и в нос и в рот воду сразу брал. То есть, и так понять возможно. Скажем, из данного риваята, оба версии, получается, скажем, пока и так дозволено. То есть и то, и другое является дозволенным, то есть не запрещено. Но масхаб опять выбирают. Одни выбирают одну, другие выбирают другую. А здесь сказать, что желательно делить 3 раза нос, 3 раза рот, каждый по отдельности. Другой сказать, что желательно, то есть желательнее, каждый, получается, то есть получается 3 пригоршни воды, да. Здесь на 6 тогда, то есть 3 рот, 3 на нос. А там, получается, нужно только 3, да? То есть одна на рот, нос, потом еще второй раз, 3 раз то же самое же. То есть на рот половина и на нос половина, то есть воды. Поэтому и то, и другое, скажем, оно понимается и так понять можно. Поэтому и то, и другое дозволено, скажем, не запрещено. Но в масхабах, в ученых, что-то одно предпочитают другому. Это лучше, то есть оба правильно, но это лучше у нас. Другой тоже говорит правильно, но это другое у нас лучше. Поэтому, скажем, разногласие обычно в том, что лучше, не то, что правильное или неправильное, а в том, что, скажем, желательнее, по их мнению. Поэтому здесь получается вот такой хадис. Также, то есть, еще одна версия Абдуллаха ибн Зейд ибн Асима аль-Мазини, то, что он упомянул, то есть показал, как совершал омовение посланника Аллаха саллям, то есть и упомянул полностью, когда это было, вакали и сказал, «Вамаса ра'саху бимаин гайра фадли ядейхи». И он протер голову водой, которая, скажем, то есть протер голову, то есть не той водой, которая осталась на руках. Протер голову, то есть не той водой, которая осталась на руках. Он, получается, скажем, то есть, руки намочил, да, то есть намочил руки еще раз для, скажем, головы.
головы, то есть не то, что остался в руках, потому что там уже руки мыли, так ведь, да? То есть руки мыли же, что он потому что руки влажные. Но из того, что когда мыл, он все-таки намочил руки отдельно и протер голову. Здесь вот эта вещь упоминается. Поэтому, то есть, обновление, то есть воды для протирания головы, хотя, как сказано, то, что если человек совершает омовение, и он протерет, скажем, голову, скажем, то есть, руками, которым он мыл руки, то есть, мыл руки до локтей, руки же влажные остались, мокрые, получается, помыл же, правую и левую руки стали влажные остались. Поэтому, если там он помыл руки, потом может потереть голову той же водой, то есть не обновляя воду, если они руки были влажные, это дозволено, потому что, скажем, то, что человек, когда мыл руки, то, что вода осталась на руках, она не считается водой использованной, потому что использована, если вода, которая попала на тело и которая капнула вниз, да, эта вода считается использованной, которую нельзя использовать второй раз для омовения. А то, что осталось на руке, не капнуло, это считается, можно использовать второй раз. Поэтому помыл правую, левую руку, потом влажные руки, в принципе, протереть дозволено голову. Но желательно намочить еще раз, да, обновить. И это является желательным действием. У Агаса Риджейхи также сказано, что и он вымыл руки, вымыл обе ноги, хатта анкаха, так, что он их очистил полностью, сделал их чистыми. Потому что здесь получается добавка к тому хадису, протер голову, то есть обновив, не той водой, которая осталась в руках, а намочив еще раз, и то, что вымыл обе ноги, хатта анкахама, так что очистил, да, полностью их, то есть сделал чистыми. Вот это есть слова, здесь анкаха, добавляется к тому, что было до этого, как добавка. Это был хадис Абдулла ибн Зейда ибн Асима. Дальше идет хадис Микдама ибн Ма'ди Кариба аль-Кинди, еще не сподвижник, радаллаху анху. Абдурахман ибн Майсар аль-Хадрами сказал: Сами'ту Микдама ибн Ма'ди Кариба аль-Кинди, слышал, как Микдам ибн Ма'ди Кариб, или Ма'ди Якриб, называется еще по-другому иногда, из племени Кинда, один из известных сподвижников, Каля сказал: Утия Расулла саллаллаху бивадуин фатавадда. Посланник Аллаха сам принесли воду, и он совершил омовение. Фагасаля кафейхи талатан, и вымыл кисти рук 3 раза. Вагасаля вачхаху талатан, вымыл лицо 3 раза. Фамагасаля зираайхи талатан, потом вымыл каждую руку по 3 раза. Фаматамадмада вастаншака талатан, затем он сполоснул рот и промыл нос 3 раза. Затем протер голову и оба уха, то есть внешнюю и внутреннюю часть ушей. То есть, и что у нас в хадисе получается? Вымыл кисти рук, лицо, руки, потом только рот и нос. Здесь приводится. Потом голова. Здесь многие не сказано, не упоминается. Поэтому вот такой хадис. Немного порядок нарушен, да, выходит. Потому что здесь сказано лицо, то есть кисти рук, лицо, руки, потом только рот и нос. У нас обычно, когда потом же там лицо и руки дают. Поэтому как позже сделано. В этом хадисе, когда рот и нос стоят позже, и лица, и рук приводится. И здесь так приводится, в данной ривайте так сказано, то есть после мытья рук. В других ривайтах того хадис сказано правильно уже. Вымыл кисти рук, сполоснул рот, промыл нос, потом уже лицо и руки. То есть один хадис, разные ривайты, порядок приводится разный. Поэтому вот из данного хадиса, ученые сказали, то есть опираясь на данный хадис, разные ривайты сказали, что порядок не является фарзом. То есть порядок между действием омовения является, то есть сунна, желательным действием. Он не является фарзом. Вот это один из доводов ученых, то, что если человек перепутал местами, то ничего страшного. Потому что хадис приводится, что Махасам тоже иногда менял местами некоторые действия. Это действие, потом протер, то есть голову и уши, так это, голову, потом уши после головы, то есть внешняя часть уха и внутреннюю часть уха. Поэтому здесь, как обычно, как привыкли, да, здесь сказано.
сказано в данной риваяте. То есть Мухаммад салям, как приводится в риваятах, он протирал голову и уши, то есть внутреннюю часть уха протирал, скажем, указательным пальцем, а внутреннюю часть протирал большим пальцем. То есть указательным пальцем, засунул руку внутрь уха и там внутри уха проводил. Протирал, а большим пальцем протирал внешнюю сторону уха. Так приводится в сборнике Ан-Насаи в хадисах. Там подробно приводится. Какой палец засовывал, как проводил там и так далее. Да? Приводится уже в сборнике Ан-Насаи. Рахимахуллах, подробности. И протирание ушей, есть разногласие между учеными, протираешь, то есть, когда протираешь голову, то есть, если потерли голову, нужно мочить руки еще раз для ушей. Если протираем голову раз и сразу уши, или получается, потерли голову, потом намочили руки и протираем уши. Вот есть два мнения между учеными. То есть нужно обновлять после протирания головы воду для протирания ушей отдельно. Вот есть разногласие между учеными в данном вопросе. По мнению имама Малика, Шафия и Ахмада, что нужно воду обновлять для ушей после головы отдельно. А у Абу Ханифы и по одному, сказано, что Ахмада воду обновлять не нужно. То есть хватает то самое же. Поэтому, когда протираешь, потом сразу до уши протираем. Может, не моем руки, а еще раз отдельно. Поэтому это то, что у нас Масхаб Ханафи нас так научили, и так мы привыкли делать. Но с другой стороны, как сказал Ибн Кайм рахимахуллах, что не приводится ни одного хадиса, что посланник Аллаха саллаллаху обновлял, то есть когда протирал, то есть мочил руки для ушей отдельно. Поэтому здесь выходит, что мнение Масхаба Абу Ханифы совпадает с тем, что Пророк Мухаммад не делал. Другие масхабы хотят сказать то, что нужно, но у них нет прямого доказательства. Но приводится, что Ибн Умар так делал. То есть Пророк Мухаммад не приводится этого хадиса достоверного, что он мочил руку еще раз для ушей. А Ибн Умар так совершал. То есть это действие получается сподвижника, а не действие Пророка Мухаммада салям. Поэтому, когда мы привыкли, то есть обновлять, то есть не нужно мочить руки еще раз для протирания ушей. То есть то, что после головы осталось влажность, ее хватает и для ушей. Вот в этом хадисе, то есть, так можно понять из данного хадиса, то есть шарх хадиса. Следующий хадис, тоже вот от Михдама ибн Ма'ди Кариба, ради Аллаху анху, тоже ан Абдурахмана Майсара, тоже сам человек табиин, ан Михдам ибн Ма'ди Кариб, сказал: Раайту Расулаллах тавадда, я видел, как посланник Аллаха совершал омовение. فلما بلغ مسح رأسه, когда он дошел до протирания головы, وضع كفيه على مقدم رأسه, он поставил обе кисти на начальную часть, переднюю часть головы, فأمرهما حتى بلغ خفاء, их когда провел назад, так что достиг ими затылка, ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ, потом вернул туда, откуда начал. قال محمود, то есть подробное описание протирания головы, приводится, как совершал посланник Аллаха. То есть вот так и так, чтобы там полностью все было мокрое целиком. То есть, вернее, чтобы была влажная голова. И следующий риваят тоже от него, там сказано: Масаха бидунейхи, то есть протер оба уха, захирухума, внешнюю часть и внутреннюю часть, получается, скажем. Вазада Хишам, вадхаля асабиаху фи симах узнейхи. Здесь приводится то, что и он говорит, то есть засунул, получается, указательные пальцы внутрь уха, да, то есть засунул, получается, есть же внутрь уха, прям в самый внутрь, и там протер. Здесь вот слово симаху, есть ушная раковина, да, то есть до конца протер, и потом уже засунул, и потом уже провел внутри уха. Здесь такая подробность, куда, то есть докуда, куда поставлена была рука Пророка Мухаммада саллаллаху. Это вот был, то есть Аль-Михдам ибн Ма'ди Кариб, или Ма'ди Якриб, что приводится иногда в некоторых книгах. Следующий сподвижник – это Муавия. То есть еще есть сподвижник, то есть у нас был Усман ибн Аффан, у нас был Али ибн Аби Талиб, Абдулла ибн Зейд ибн Асим, Аль-Михдам ибн Ма'ди Кариб. Сейчас теперь уже еще есть сподвижник Муавия, то есть ибн Абу Суфьян. Муавия, сын Абу Суфьяна, ради Аллаху анху. Язид ибн Аби Малик сказал: Анна Муавията тавадда, что, то есть Муавия ибн Абу Суфьян, то есть
в Мекке у нас был Абу Суфьян такой, то есть глава мекканцев уже, то есть, после смерти Абу Джахля, битвы при Бадре, то есть главой в Мекке стал Абу Суфьян ибн Харб, и который, то есть, впоследствии станет тестем посланника Аллаха, потому что пророк Мухаммад возьмет в жены его дочь, то есть Умму Хабиба, то есть и вот его сын Муавия, который принял ислам, как и отец, то есть в 8 году хиджры, во время завоевания Мекки, и впоследствии, то есть, хотя он там год-два, примерно год-два был мусульманином, он уже писал вахи, то есть пророк Мухаммад звал его, то есть он был среди тех, кто записывали, то есть Коран. Когда пророк Мухаммад в Коране спасался, он когда звал кого-то из тех и их диктовал. Вот Муавия был среди тех, кто записывал Коран со слов пророка Мухаммада. И во время уже правления Умара Хаттаба, Умар назначил его правителем, то есть Аш-Шама, то есть Ближнего Востока, то есть Сирии, Иордания, этих вот регионов. И когда, то есть после его брата Язида, получается, потом он, когда умер Умар, то есть Осман его оставил там же, на этом месте. И затем, когда там уже, то есть потом был убит Али, потом был его сын Али халифом, но там уже были фитны между мусульманами, тогда сын Али, сейчас Хусейн, Хасан, сейчас не помню точно, то есть кто из них, то есть один сын Али, он отказался от халифата в пользу Муавии. Потому что между Али и Муавией там были, то есть, сражения. И Али, чтобы там не было фитн, не было сражений, не было войны между мусульманами, он отказался от правления, от халифа, и передал это право, то есть Муавию. То есть Муавия, именно Абу Суфьяну. То есть, получается, там оттуда начинается халифат, то есть династия Амиядов, то есть Умавия Амиядов, который был в Дамаске начинается. И поэтому выходит то, что Муавия сначала был 20 лет был как правителем, то есть был наместником, потом 20 лет был халифом, да, амир му'минин. То есть он 40 лет правил. 20 лет был как губернатор, 20 лет был как главой всех мусульман того времени. И тут Муавия радаллаху, он тавадду совершил омовение линнаси, то есть для людей показал как омовение камара Расул тавадду, то есть так же, как он видел, как совершал омовение пророк Мухаммад. Фалямма балага ра'саху, то есть здесь получается, когда он дошел до головы, гарафа гарфатан мин ма'ин, он зачерпнул, скажем, воды, фаталаккаха бишималихи хатта вадаха аля васати ра'сихи. Он зачерпнул правой рукой воды, скажем, полил эту воду, то есть перенес на левую руку, и, скажем, потом левую руку поставил себе на, скажем, середину головы. То есть, скажем, полил воды, эту воду поставил, скажем, полил, да, то есть на середину головы. Хатта катар аль-мау ау кадахту. И так, что вода как потекла или почти потекла. То есть воды было столько, что или потекли капельки, или почти потекла вода. Фума, затем он масаха мин мукаддамихи иля муахарих. Затем он протер, скажем, голову, то есть от переда, то есть до конца и обратно. Получается, перед протиранием головы он еще немного воды намочил голову. Потом просто протер уже, то есть намочил голову, потом уже намочил руки и протер, вот, скажем, голову таким образом. Ну, что вот, получается, добавляется, да, в данном хадисе, скажем, полить воду, скажем, на верхнюю часть головы, потом уже протереть голову. То есть, и когда получается, скажем, вот это, скажем, приводится почти что вот, ну, только в этом, скажем, хадисе приводится такое действие, в других хадисах оно, скажем, не приводится, скажем, но некоторые ученые говорят то, что как бы, человек, скажем, не мыть, протирать голову, поэтому если будешь голову протирать, если будешь поливать воду на голову, как будто будешь вымыл. Но что протирание, хотя ученые считают, что если вода там попала на голову, даже как будто вымыл, считается, что голова стала мокрая, получается, это заменяет протирание головы. Поэтому, скажем, то есть из этого хадиса, скажем, и Масаби Ханафи такой есть, если, например, человек брал тахарат, пошел дождик, и там голову намочил ему, значит, у него голова стала, голову протирать не нужно. Потому что даже руками трогал, вся голова стала мокрая, считается, что скажем, он голову протер, хотя не касался руками. Потому что основа, чтобы мокрое было, влажное. Поэтому, скажем, если чуть-чуть даже будет чуть больше, чем положено, скажем, это, иншаллах, по мнению некоторых ученых, не является страшным. Конечно, просто протираем обычно, то есть голову не моем, но если станет мокрое, это заменяет протирание головы. Даже человек не касается руками своей головы.
Поэтому и такое приводится в некоторых хадисах. Приводится тот же хадис, то, что он, то есть Муавия совершил, то есть все ему по 3 раза. Здесь не скажем хадис Муавии полностью, просто приводятся части, что он вымыл все по 3 раза, и васа риджейхи, то есть и вымыл ноги, но не сказано сколько раз, да. Получается, все по 3 раза, а ноги, количество не упоминается. Сколько раз мыл, там 2-3 раза, или сколько там, оно не упоминается. То есть количество, сколько раз он мыл ноги. Это вот то есть, то, что приводится от Муавия, то есть некоторые риваяты. Некоторые риваяты, сколько остается у нас? 6. Далее идет у нас хадис, еще один сподвижница, женщина, ан Рубайя бинт Муавид бинт Бана Афра. То есть Рубайя бинт дочь Муавида, то есть рады Аллаху анха, то есть сподвижника из числа, то есть Ансар, из племени Бану Наджар, и было сказано, что она давала клятву пророку Мухаммаду салям под деревом, значит, там она в этом отряде была, приводится. И интересно из ее, то, что она была замужем, то есть несколько раз, от первого мужа у нее родилось 3 сына, Муаз, Муавид и Ауф. Затем вышла замуж другого человека, там родила 4 сыновей. Ияс, Аакиль, Халид, Амир. И все они участвовали в битве при Бадре. То есть все, получается, ее сыновья впоследствии приняли ислам, и все, то есть 7 сыновей участвовали в битве при Бадре. Это единственная женщина, которой 7 детей, и все были участниками битвы при Бадре. Получается, Бадр это же такое для мусульман. То, что кто там был, они все, получается, прощенные. Самые лучшие мусульмане, которые были в Бадре. Поэтому это женщины, 7 сыновей, все участвовали в битве при Бадре. До единого. Таких больше сподвижниц не было. Такой вот стоит чести. То есть и сказала эта женщина, Рубая бинт Муавид, Кана Расулуллах саллям яатина, посланник саллям приходил к нам, то есть, получается, приходил к нам домой, фахаддататна аннаху, и она рассказала, то есть эта женщина, то, что она приходила домой, и рассказала, что он сказал, то есть то, что пророк Мухаммад сказал ей, ускуби ли вадуон, сказал, то есть налей мне воду для совершения омовения. То есть попросил у нее, чтобы она налила ему воды для совершения омовения. И эта женщина фадакат, и она, то есть эта женщина, она упомянула, рассказала вуду Расула Наби саллям, то есть как совершил пророк Мухаммад омовение, она рассказала, фагасаля кафейхи талатан, он вымыл кисти рук 3, вавадда ваджаху талатан, и вымыл лицо 3 раза, вамадмада вастаншака маратан, и сполоснул рот, промыл нос 1 раз. Здесь приводится, в этом хадисе приводится, что рот и нос он совершил только 1 раз. Руки 3 раза, лицо 3 раза, рот, руки 3 раза, потом лицо, так получается, руки раз, потом лицо, потом только рот и нос. Опять к нам, смена, порядок нарушается. Надо быть, что кисть рук, потом же рот и нос. Здесь пророк Мухаммад вымыл кисти рук, потом вымыл лицо, и только потом вымыл, то есть прополоскал рот и нос 1 раз. 1 раз, то есть не 2, и не 3 раза, да. И здесь сделал чуть позже, да, чем обычно. Потом он вымыл каждую руку по 3 раза. И протер голову 2 раза. Он начал, получается, то есть начал здесь выходит то, что когда вот сзади вперед, потом получается спереди назад, да. Вот она то, что он проводил зад вперед, она сказала, что 2 раза. 1 раз считается. Просто туда и обратно это мы считаем за 1 раз, а не 2 раза. Она сказала, что вот, то, что 2 раза руки двигались, туда-обратно, это сказала, что 2 раза протер голову. Затем он протер оба уха, то есть внешнюю часть уха, и внутреннюю часть уха. И потом он вымыл каждую ногу по 3 раза. Хадис подобный тому, что было до этого в хадисах. Здесь просто порядок так отличается, то, что рот и нос после лица, а не до лица. Поэтому из этого хадиса говорят, что порядок не является фарзом, является желательным. То есть, получается, Мухаммад протер рот и нос только 1 раз, не 3 раза. И поэтому, то есть, иногда, получается, у нас было то, что мы руки по 2 раза. То есть, если все больше по 3 раза, какую часть сделал 1 раз, не проблема.
То есть 3 раза максимум, руки, скажем, 2 раза вымыл, да? Или там рот один по 1 раз сделал, может, человек забыл, там, может, там, и так далее. Или сделал намеренно, это тахарат не нарушает. То есть все по 3, может, иногда некоторые вещи можно уменьшать. Меньше 3 делать, тахарат не нарушает, тахарат считается правильным и действительным. И голову протираем 1 раз, так, потому что то, что это раз, 2, это считается 1 раз. Не считается, скажем, за 2 раза, как выходит из данного хадиса. И также, то есть, следующий риваят, то есть, риваят следующий, то есть, тот самый хадис, но там сказано уже, что протер, сказано, что сполоснул рот и промыл нос 3 же. В другом риваите сказано, то есть, там 1 раз, здесь уже приводится 3. То есть, уже одна история, но переводится сахаба, подвижники переводят по-разному. По-разному. И 3-я версия от этой женщины, если конечно, больше будет, да, их версий. Конечно, 128. Слишком много просто. Уже устали уже слышать. Практически, может, одно и то же, да. Но Абу Давуд привел много хадисов. 30 хадисов привел Абу Давуд, 30 версий привел. Раз подвижники, разные версии, как совершение омовения. Поэтому здесь у нас еще остается, штук 5-6, да. Но это поэтому лучше, чтобы оставить на следующую неделю, там уже будут другие хадисы будут заодно уже, да, чтобы там для разнообразия. Поэтому вот хадис от Рубая бинт Муавид не закончили. Вот этой женщины, ее вариант еще осталось пара вариантов совершения омовения. Поэтому просто завершая, то есть сегодняшний урок, да, видите, что сподвижники одни и те же, да, но передатчики разные. Их и сахаба по-разному передавали. Поэтому вот, в ходе омовения передается по-разному. То есть от подвижников, от пророка Мухаммада салям. Поэтому из этого вытекают и разногласия. Почему так, почему так? Уже может немножко понятно, да, почему разногласия возникают, из-за чего, откуда они взялись. Некоторые из разногласий вот в действиях между, даже после омовения, да. Омовение совершаем каждый день, а потом иногда у нас получается что-то может быть разное, да. Не как мы привыкли, то есть не как нас научили. А что-то другие есть версии, которые мы, может, никогда не слышали, а может, не слышим, да, какие-то тонкости внутри омовения. Поэтому вот на этом сейчас остановимся, продолжение, иншаллах, уж завершим там 5-6 хадисов и начнем уже другие главы, иншаллах, на следующей неделе, на следующем уроке, иншаллах. Джазакум Аллах хайран, баракаллаху фикум, субханак Аллахум бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля ант, настагфиру ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 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 Ассаламу